Иригун Михаил Николаевич. Иригун. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня опять в гостях у Михаила Николаевича Юхмы, народного писателя, чувашского писателя. Сегодня у нас тема про атамана Ермака. Многие утверждают, что это донской казак, русский по национальности. Михаил Николаевич утверждает, что атаман Ермак – это чуваш. Мы, чуваши, его потомки. Михаил Николаевич, на каких аргументах вы основываете свои утверждения? Последние исследования полностью уже доказали, что Ермак – это наш чуваш из деревни Ермак, ныне Маргаузского района Чувашской республики. Впервые о том, что Ермак из деревни Ермак, мы, студенты Чувашского государственного педагогического института, когда узнали, что есть в Маргаузском районе деревня Ермак, ходили туда. Это было в 1956 году. И нам старики рассказывали, показывали, вот дом, где стоял дом Ермака. Ермак наш, из нашего рода. И тогда, конечно, не было таких исследований в Ермаке. А сейчас я полностью доказал, уже исследуя, что атаман Ермак – это чуваш, наш, этот один из великих предков, хотя и казачий атаман. Тут возникает вопрос, были ли чуваши казаками, служили казаками. Вот я специально, изучая эту тему, разыскал документы, вот, документы показываю, где сказано, вот, зачитаю, значит, деревня Исайкина, деревня казацкая. Что за деревня это Исайкина? В другом документе сказано старая и новая Исайкина из Чуваш. Значит, это чувашская деревня, в документах, значит, подчеркивается, что это казацкая деревня. Это территория нынешней Чувашии? Это территория Оренбургской области. Угу. Потому что в Оренбурге тоже чуваши живут до сих пор? Три района в Оренбургской области, это чисто чувашские районы, западные районы. Это переселенцы, значит, после вхождения чувашских земель в состав России, Иван Грозный, составляя чувашских мужчин, значит, отряды казаков, они, будучи становясь казаками, стали охранять границы московского государства, юго-восточной границы московского государства от набегов кочевников, прежде всего нагайцев. Вот это, значит, и потом само слово «казак». Что обозначает казак? Недавно по телевидению выступали два историка Академии, значит, Российской Академии выступали. И там, даже там, к моему удивлению, объяснили, что это слово от слова «каз» – рубить. Резать. Резать. Угу. И чувашское слово «каз» вот как раз и резать. Значит, вот я написал сейчас большое исследование. Наш великий предок, казачий атаман Ермак называется. И в будущем мы хотим издавать специальную книгу «Атаман Ермак». И вот здесь я подчеркиваю, значит, откуда какие материалы я беру. Даже Карамзин в своей очерке, большой исторической очерке «Ермак. Поход на Сибирь. Изображение героя сибирского» пишет: Ермак Тимофеев, родом неизвестного, душой знаменитого, как сказано в летописи. Даже
значит, родом неизвестный. Потому что если бы он был русским, десятки раз подчеркивали бы, что он русский. Если бы он был донским казаком, десятки раз подчеркивали бы, что он донской казак. Нет, этого нет. И потом сказано, составив еще особенную дружину из русских татар. Русскими татарами все годы, слово чуваш еще в обиход русской истории еще полностью не вошел, поэтому, так как это тюркский народ, который стал на сторону России, и их называли русскими татарами, называли. Это чисто о чувашах подчеркнуто. И потом в документах сказано, Карамзин даже подчеркивает, Ермак атаман волжских казаков, подчеркивает, волжских, не донских казаков. Вот его слова из того же к числу буйных атаманов волжских принадлежали тогда Ермак и его казаки. И подчеркиваются в исследованиях историков, что они свой поход начали с Волги. С Волги. Ермак начал. Ермак, да. И вот изучая историю Ермака, я подчеркиваю, что он родом из деревни Ермак, Маргаузского района, ныне Чувашской республики. Его история какая? Вот он со своими казаками стал охранять границы, юго-восточные границы Московского государства. И как раз в те годы после вхождения в состав Московии, значит, через несколько лет восстали против политики Ивана Грозного. Политика Ивана Грозного страшная была. Его отряды уничтожали целые села покоренных народов. И вот восстали чуваши северо-восточнее, ныне вот Козловский район, это Марбасальский район. И Иван Грозный Ермака, как прославленного атамана, со своими казаками хотел послать против восставших чуваш. Против своих сородичей. Своих сородичей. Ермак не согласился воевать против своего народа. И был объявлен Иваном Грозным вне закона. Это в документах даже русских историков подчеркивается. Что делать тогда Ермаку? И Ермак со своими казаками ушел на Волгу и начал грабить уже царские корабли. И где его было место, где он хранил свои, скажем, товары, и где останавливался на отдых. Я даже это место разыскал. Это место на реке Цивиля, тоже Можаре называется. Это приток реки Волги. Да, приток Волги. Естественно, надо же когда-нибудь останавливаться на отдых. Значит, и на Волге невозможно, потому что царские боевые корабли сразу найдут. И он заходил по Цивилю, останавливался в этой деревне, на месте. Я был на месте этого Тошмажары. Это место, высокий берег, правый берег, это получается высокий берег, и сразу низина начинается, а потом опять высокие гористые места. Там же был Кереметь, дерево Кереметья, и, значит, и так и называется Ермак-Варя, сейчас это называется. Но это исконно чувашские места, так ведь? Да, исконно чувашские места. И даже Кереметь, значит, он и поклонялся, и его казаки поклонялись Керемету чувашскому. Чуваши были язычниками тогда. Сыну Бога. Значит, и там старые люди рассказывают, как их деды, прадеды находили, значит, то, что, значит, Ермак оставлял остатки боевого оружия, остатки вооружения, и какие-то монеты находили. Вот. И вот, когда Строгановым... Михаил Николаевич, давайте немножко остановимся. Он был направлен Иваном Грозным усмирять бунт чувашей. Да. Но если так подумать логически,
являясь донским казаком или там русским, почему бы ему не пойти против Чувашии? Да. Но он отказался. Да. Вот главная причина, наверное, в том, что он все-таки не был русским или донским казаком, именно был чувашом по происхождению, против своих сородичей не стал воевать. Совершенно верно, совершенно верно. И вот в те годы, значит, Строгановы пытались обосноваться на Урале. Богатство Урала, значит, использовать, но мешал им, значит, Кучум, царь Сибирского ханства. Значит, татары, сибирские татары. В состав сибирских татар входили северные народы, ханты, манси, значит. И вот что делать? И Строгановы стали искать поддержку. Воинская поддержка нужна была. Обратились к Ивану Грозному. Иван Грозный, царь Московии, не мог помочь, потому что он воевал войну, очень большую войну вел в Ливонии. И вот он, значит, тогда Строганове уже слава об атамане Ермаке шла по всему миру, что его вот не могут даже царские воеводы не могут его поймать. Значит, они решили поговорить с Ермаком. Ермак, значит, уже, значит, поняв, что тем самым он может в какой-то степени, может быть, даже прославить свое имя и имя своего народа, своих казаков, а может быть, даже мечта у него была завоевать Сибирское ханство и создать там, может быть, новое чувашское государство. Или болгарское государство, назовем, мы были же волжскими болгарами. И он соглашается, если Иван Грозный простит его и его казаков. Строгановы обратились к Ивану Грозному, и Иван Грозный обещал, если они пойдут помогать Строгановым, то это прощение будет. Ну, даже не рассчитывая, наверное, что они успех большой будут иметь и завоюют Сибирское ханство. Да, потому что хотя бы защищать Строгановых. Строганов и восточную границу московского государства. И они пошли, это не так большой отряд был, именно на кораблях, на пароходах, на кораблях, скажем, и пошли именно с Волги, везде подчеркивается, именно с Волги. Это была известна дорога в эпоху Ишеболской Болгарии, значит, Волоком с Поволжья на север. Это известная дорога. Волоком через одну реку, с одной реки на другую реку перетаскивали корабли. Это три раза надо было повторять, чтобы дойти до севера. И вот по этой известной дороге, эта дорога, если бы донской казаки эту дорогу не знали. Только местные могли знать. Только это местные. Только это знали волжские болгары, то есть чуваши, потомки волжских болгар знали. И вот все это я это описываю, подчеркиваю, это рассказываю. И еще вот мне интересно показать, у нас даже мы разыскали даже потомков, прямых потомков Ермака. Это вот посмотрите исторический портрет Ермака. Показываю. Один из вариантов, наверное, нужно полагать. Сейчас же еще скульптурные портреты есть Ермака. Ну, это самый... Это когда он еще живой был, с него это сделали портрет? А кто его исполнитель этого портрета, не можете сказать? Это неизвестно. Это именно неизвестный с того автор. времени сохранилось. Оригинальный портрет с оригинала, нужно говорить, наверное. И вот потомок Ермака Валериан Иванович Ермаков. Он родился в деревне Татлайка Аликовского района. Ермак не знал, что случится, и своих детей оставил подальше от своего родного села, значит, подальше в глубинные села Чувашии. На всякий случай, вдруг мало ли там царь передумает. И вот как раз вот это Аликовский район, деревня Татлайка, Аликовский район, и оттуда родом вот Ермаков Валерий Иванович, который
Я когда написал вот эту статью, он узнал, что я интересуюсь историей Ермака, приезжает ко мне, он сейчас живет в Москве, рассказывает, говорит, вот вы интересуетесь, я вам могу рассказать. Я историю Ермака исследовал, значит, вот с нашего времени, вот дальше, дальше, а он с древних времен до наших дней рассказывает историю Ермака. Я так удивился, ты, говорю, где читал? А что, говорит, читал? Я говорю, я История Ермака. Читал, да. И вот что интересно, вот сравнивать, я специально, мы его потом избрали, мы Тарханат, Чувашский Тарханат, создали Чувашское дворянское общество. Вот, пожалуйста, род Ермаков, прямой потомок Ермака. Да. И вот для сравнения я беру, ну, из этой книги, вот посмотрите, здесь Ермак, как они похожи. Ну, это все. Нужно быть физиологом, конечно, проверить, посмотреть. Все-таки то, что наследство, это сохраняется, полностью, оказывается, сохраняется, особенно у людей сильных. Сильный дух все-таки это генетические да, показатели. Что еще я могу рассказывать? О том, что Ермак был по происхождению волжский болгарин, то есть чуваш, пишет известный казахский ученый Абдукадыр Даутбеков в своей книге «Дулаты». Очень интересно он описывает. И что... Вот он, а покоритель сибирского ханства Ермак Тимофеевич был на самом деле булгаром, сыном казака Токмака, он пишет. И что интересно... Токмак, что это означает, Михаил Николаевич? Токмак – это имя тоже человека. Токмак еще, чуваши говорят про волка говорят. Ну, тотемное животное, может быть, родовое... Тотемное животное. Именем волка и имена людей называли. И что интересно, в 1680 году я разыскал книгу, которая издана, написана в 1680 году. Это Джаквар Тарихи, история Джаквара. Это история волжских болгар, и там тоже подчеркивается, что Ермак волжский болгарин, волжский болгар. Это тоже очень интересно, который полностью подтверждает наши исследования. Мы так понимаем, Михаил Николаевич, что Ермака чувашов признаете не только вы, но и международные сообщества, казахи. Особенно последние годы. И Джаквар Тарихи подчеркивается, что такое казак. Там подчеркивается, что это широко распространенное слово в Волжской Болгарии. Вот я читаю. Казак первоначально доблестный рыцарь, сражающийся без доспехов из пренебрежения к смерти и давший обет не жениться до совершенства им ряда воинских подвигов. Второе – служивый казак. Все-таки, и потом, что интересно, вот у нас был очень известный историк, исследователь истории нашего народа Наумурхи. Доказывал... Наум Андреевич Андреев. Наумурхи, он писал именно так, как Наумурхи. И ак к именам, вот эта частица ак добавлялась к именам царского людей, царского рода или известного княжеского рода. Вот он там пишет, вот, например, такие Урак. Урак – это царь еще эпохи древних чувашских государств. Урак, Ширак, Эллак, Бурнак, Кучак, Самак, Кочак, Амак. Казак, дословно, это значит, обозначает побеждающий рыцарь, получается. То есть рыцарь, который всегда побеждает. И Ермак, получается, слово «ер» – это народ, ак – победитель. Победитель народа или народный победитель, можно понять в таком понимании. Народ-победитель. Да, народ-победитель.
Мы были несколько раз в деревне Ермака. До сих пор жители рассказывают, что они хорошо знают, место показывают, где дом Ермака стоял. И вот сейчас мы в прошлом году были целой делегацией, старейшая женщина, вот в деревне с ней беседовали, рассказали, ее муж был историком. Мой муж, говорит, 10 раз писал в Москву в академию, еще в ЦК КПСС писал, что вот Ермак из нашей деревни. В советское время еще. В советское время, ага. И до этого писали, что Ермак из нашей деревни. И из Москвы ответ даю, что получили ваше письмо, и дальше ничего. Кому-то нужно было показать, видимо, Ермака, что... Неизвестным. Да, неизвестным. И в конце своего рассказа о Ермаке я хочу привести слова известного писателя, вот автора этой книги. Виктор Отставнов. Ага, Виктора Отставнова. Вот это, он считает себя моим учеником, историк, исследователь истории, писатель, краевед, бывший офицер милиции. Ага. Вот он написал так. Если бы Ермак и его храбрые казаки не были из среды болгар и чуваш, то вряд ли он смог пройти такие огромные расстояния и покорить Сибирь. Ведь эти земли были тогда совершенно незнакомы русским людям, и они совершенно не знали путей и дороги в далекую от Руси в Сибирь. Доказано уже, что Ермак выходит из среды болгар и чуваш. И вот что интересно, этот писатель, историк написал сейчас, недавно вот прислал мне свою книгу, которая так и называется «Ермак». Он про Ермака тоже написал книгу. Вот не просто написал, он написал уже о Ермаке роман. Ермак. Ермак, так и называется роман Ермак. Мы будем издавать. С нетерпением будем ждать эту книгу. Эту книгу будем издавать. Вот его портрет. Ага, это Отставнов. Да, чтобы знали. Это очень интересный писатель. Настоящий патриот своего народа. Михаил Николаевич, мне известно, что ваши утверждения восприняты общественными организациями. Союз «Святая Русь» вручила вам за ваши исследования по Ермаку свою высокую награду. Правильнее объясните, пожалуйста, расскажите, как это называется организация и какая это награда. Покажите, пожалуйста, если возможно это. Это вот удостоверение. Герой Святой Руси. Герой Святой Руси. Я удостоен звания высшее, там написано Ильин Юхма Михаил Николаевич, присвоено высшее звание Герой Святой Руси с вручением нагрудного ордена «Золотая звезда» под номером 073. Вот, пожалуйста, я вам показываю эту награду. Я очень горжусь этой высокой наградой. Это признание ваших заслуг. Да, это признание моих заслуг. Пока официальные власти наши не признают Ермака, а вот все-таки, они же не на пустом месте приняли ваши утверждения. Конечно. Они, значит, что-то знают тоже, догадываются, знают, что Ермак есть чувашский, ну, по происхождению чуваш, и они принимают это утверждение. Да. По происхождению чуваш и завоевал для Великой России Сибирь с его огромными богатствами. Например, наверное, премьер-министр Великобритании за это ему бы отомстили, может быть, потому что они же говорят, слишком много Россия имеет, нужно делиться, говорят. Да, но Ермак, видите, иначе думал. Да, нужно для нас, для нашей России. Ну, резюмируя, что можно сказать, Михаил Николаевич? Это можно вот так сказать. Мы, чуваши, потомки великого народа. Волжских болгар. А Волжская Болгария это было огромное государство.
на севере до Ледовитого океана, на юге до Каспийского моря, на востоке до Сибири, на западе до Оки. И поэтому вот следы волжских болгар то здесь находятся, то здесь находятся. И поэтому не надо удивляться, что мы находим следы наших предков в разных исторических моментах и в разных исторических местах. Это означает, что очень много нужно работать, путешествовать, искать, находить, в архивах сидеть. Совершенно верно. И уметь, самое главное, уметь видеть. Вот мне однажды студенты спрашивают, как же так, Михаил Николаевич говорит, говорят они, мы же тоже по тем же дорогам ходим, в тех же местах, мы почему это не видели? Я им объяснил так, вот большое поле, и небольшая тропинка идет. По этой тропинке идешь, там лежит большой камень. Один проходит, не замечает даже камень, другой проходит, замечает камень, и удивленно говорит, откуда этот камень, вроде бы здесь гор нет. А другой, там 17 или 18 останавливается, смотрит, вокруг камня там трава, там, а 20 или 21 пытается очистить эту траву. И вдруг смотрит, это, оказывается, не камень, это золотой слиток. Вот так исторический исследователь именно вот такой человек, который везде должен искать, находить и уметь искать, самое главное, находить. Спасибо вам большое, Михаил Николаевич. И удачи в ваших исследованиях. Больших Спасибо. удач. Я рад, что вот мои исследования в последние годы все больше и больше находят последователей то в Казахстане, то в Германии, то в Болгарии, то в Венгрии. Это меня радует. Вот это в Германии издали эпосы, древнечувашские эпосы, которые я впервые на чувашском языке издал. Это Атилий Кимгильге и Ултынбек. Ултынбек это последний царь Волжской Болгарии. Ну это целый мир. Это мир. Казахстан, Да. от востока до запада. Да, и что интересно, они, немцы до того заинтересованы, они такие исследования сами еще провели, которыми своими исследованиями доказывают правоту моих исследований. Ну, значит, ваши исследования, это фундаментальные исследования, это глубокие корни имеют ваши исследования. Спасибо вам. Спасибо.